Boston Dynamics теперь принадлежит концерну Hyundai. Стартап из Барселоны печатает мясо для веганов, а мобильный технопарк Кванториум отправился в первое путешествие. Это еженедельная программа о новостях из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Концерн Hyundai завершил сделку по приобретению Boston Dynamics. Это событие сопровождало грандиозное шоу и праздничный синхронный танец в исполнении роботов-собак Spot. Корпорация купила Boston Dynamics за 1 миллиард 100 миллионов долларов. По сценарию к популярной в Южной Корее бойс-бенд-группе BTS в гости приходит робопес Spot и демонстрирует свои танцевальные возможности. Затем сразу 7 собакоподобных роботов пускаются в пляс. Постановкой группового синхронного танца занимались профессиональные хореографы и инженеры Boston Dynamics, которые смогли создать грациозную и математически точную композицию. Сейчас программный модуль Choreographer Spot доступен всем владельцам собакообразных роботов для создания оригинальных танцевальных номеров. Кстати, номер на презентации – это не первый танец для Spot. Ранее вместе с коллегами по Boston Dynamics, роботами Atlas и Handle, Spot исполнили твист на музыку из кинофильма «Грязные танцы». Тем временем собрат Spot, робопес, названный Big Dog, обследует пещеры Калифорнии. Создатели из НАСА и Boston Dynamics впоследствии хотят успешно изучать с помощью этих машин поверхность Марса. Робота, похожего на собаку, компания Boston Dynamics наделила искусственным интеллектом, чтобы подготовить к возможным миссиям на Марс. Сейчас механическое животное дрессирует самостоятельно исследовать пещеры. Лаборатория реактивного движения НАСА разработала систему, позволяющую машине передвигаться без руководства человека или доступа к GPS в опасных для людей условиях. Видео, опубликованное на этой неделе, показывает робота, исследующего пещеры в Национальном мемориальном парке «Лавовые поля» в Северной Калифорнии. Благодаря технологии специалисты могут исследовать сотни метров гротов менее чем за 60 минут. Мониторы отображают местность в 3D-формате, определяя области, представляющие научный интерес. В ходе испытаний роботов отслеживает наземная команда. В НАСА говорят, что несколько машин могут работать одновременно, чтобы собрать как можно больше образцов, или же один может находить интересные экземпляры, в то время как другой нести оборудование для проведения анализов на месте. Продолжим тему полетов, только не на Марс, а в пределах нашей планеты. Американские и израильские специалисты разрабатывают электрический самолет Aviation Alias, способный взять на борт до 9 пассажиров. Уже этим летом запланирован первый демонстрационный полет. На поток электролет создатели планируют поставить в 2024 году. Количество заказов на люксовый электросамолет уже превысило 150 штук. Прогресс создания этого уникального летательного аппарата сильно замедлила пандемия, но это не помешало Aviation показать, как будет выглядеть серийная версия электролета. Внешне он похож на обычный бизнес-джет. Дальность полета Alias составляет чуть более 1000 километров, а вмещает он 9 пассажиров. Интерес к самолету с люксовым интерьером уже проявили региональные авиаперевозчики США. Спускаемся с небес на землю. Беспилотный автобус выехал на маршруты города Тарту, что в Эстонии. Это совместная разработка компании Ovitek и Тартусского университета. Автобус управляется дистанционно и является первым в мире беспилотником, который работает на водородном топливе. Сообщается, что транспортное средство, рассчитанное на 6 пассажиров, на первом этапе работает в тестовом режиме. Ясно то, что сейчас минимизированы всякие риски. Это скорость максимально 25 километров в час. И все это имеется постоянно, имеется возможность мануального то есть контроля этого прибора. Кроме того, разработчики заявляют, что беспилотный автобус экологически безопасен, поскольку во время движения выделяет только воду и тепло. Планируется, что новинка будет использоваться для перевозки пассажиров от крупных транспортных узлов в отдаленные районы города. А вот компания из Барселоны пошла еще дальше и на Всемирном мобильном конгрессе показала интересный стартап. Новый 3D-принтер печатает напоминающие мясопродукты из растительных компонентов. Массовое производство вегетарианских стейков запланировано на будущий год.
Спрос на имитирующие мясо продукты из растительного сырья неуклонно растет во всем мире. Удовлетворить его стремится компания-стартап из Барселоны «Новомит». Средством достижения этой цели избрана трехмерная печать. Способ производства разработан в 2018 году и доведен до промышленного уровня с помощью нового 3D-принтера, рассказал менеджер по развитию бизнеса Алехандро Кампос. Технология заключается в том, чтобы воссоздать мышечные ткани животных, которые мы едим каждый день, но только с использованием компонентов растительного происхождения. Наша прорывная технология позволит вывести на рынок следующее поколение альтернативного мяса на основе растений. В ближайших планах массовое производство вегетарианских стейков и других частей воображаемой туши для потребителей, частных лиц и ресторанов. Для этого потребуются более мощные печатные станки. По мнению Феррана Грегори, посетителя Всемирного мобильного конгресса в Барселоне, где Новомит демонстрирует свои разработки, конструкторам есть еще над чем работать. По ощущениям, это все же не традиционный стейк, но я был положительно удивлен, поскольку не ожидал, что текстура будет так точно передана. Попробовал в первый раз и думаю, что разработка все же находится на довольно базовой стадии. Другая посетительница, Анна, сочла, что гамбургер из 3D-принтера не отличается от тех, что она готовит сама, ни текстурой, ни вкусом, ни запахом. Алехандро Кампос говорит, что компания «Новомит» руководствуется интересами защиты окружающей среды и стремится снизить воздействие на экологию последствий традиционного откорма скота. Забота о благосостоянии животных также играет не последнюю роль в проекте по производству альтернативного мяса. Технологии машинного обучения позволили разработчикам из NVIDIA создать уникальный графический редактор Canvas. Он способен превратить даже простой эскиз в художественное полотно. Преображение элементарного схематического эскиза в живописный пейзаж происходит в режиме реального времени. При создании графического редактора инженеры использовали технологии глубокого машинного обучения и 5 миллионов изображений природы. Для трансформации эскизов пользователю доступны 9 фильтров и 15 объектов. Кроме этого, есть возможность создания картины, выполненной в стиле конкретного художника. Полученная в результате работы Canvas картина сохраняется в формате PSD для дальнейшего переноса ее в Photoshop. Приложение NVIDIA Canvas доступно для скачивания в бета-версии. А чтобы помочь школьникам стать настоящими инженерами, мобильный технопарк «Кванториум» отправился в горный район. Заодно поучаствовали в открытии 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Это первый выезд мобильного «Кванториума» как шоу-программа, где детей и родителей познакомили с возможностями технопарка. Ребята увидели широкий спектр техники и не просто увидели, а познакомились с ее возможностями. Показали 4 направления, такие как Aero-Quantum, VR-Quantum, High-Tech Цех и RoboQuantum. Также показали оборудование Lego Mindstorm, EV3, робот-гуманоид, DJI Phantom 4, DJI Matrix 600 Pro. Показали VR-очки Oculus, Microsoft. Также из High-Tech цеха показали ЧПУ станок Roland. Мобильный технопарк приобрели по нацпроекту образования. По сути, это передвижная лаборатория. Внутри все необходимое для занятий по 6 направлениям: аэротехника, промышленный дизайн, виртуальная реальность и другие. Кстати, говоря об аэротехнике, на квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro сняли весьма приятное видео. На него попал и кусочек открытия игр Манчары. Это были новости IT. Если смотришь нас по телевизору, повтор программы доступен в Instagram-аккаунте yak24.ru и на одноименном YouTube-канале. Но если видишь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!